Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать на очередном заседании Республиканского методического объединения руководителей общеобразовательных учреждений Республики Коми. Я думаю, что вы все ознакомились с повесткой нашей сегодняшней встречи, поэтому я не буду тратить ваше время и сразу предоставляю слово Морошкиной Людмиле Витальевне, начальнику отдела надзора и контроля в сфере образования, Управления по надзору и контролю в сфере образования, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Тема ее выступления – особенности контрольно-надзорных мероприятий в отношении образовательных организаций в 2021 году. Пожалуйста, Людмила Витальевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала я хотела бы познакомить вас с теми изменениями законодательства, которые прошли в 2020 году и которые серьезно отразятся на деятельности всех общеобразовательных организаций республики. Самое большое количество изменений, конечно же, было внесено в 273 федеральный закон. Давайте обзорно посмотрим и остановимся на отдельных моментах внесения изменений в данный закон. Итак, в первую очередь, уточнен порядок предоставления мер социальной поддержки руководителям образовательных организаций и их структурных подразделений, а также их заместителям. Регламентирована организация горячего питания для обучающихся по образовательным программам начального общего образования. Вот здесь хочу сразу остановиться и обратить внимание на ту информацию, которую вы должны размещать на сайтах образовательной организации по вопросам бесплатного питания обучающихся начального звена. Министерство просвещения Российской Федерации, Рособорнадзор, регулярно посещая сайты образовательных организаций в целом по субъектам, отслеживает информацию, актуальность, правильность размещения, качество размещаемой информации по данному вопросу. Обратите, пожалуйста, внимание на меню, которые размещены на ваших сайтах в целом, да, и как часто обновляется у вас информация. Следующее. Урегулирован порядок допуска студентов к педагогической деятельности. Предусматривается, что лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования, по специальностям направления образования и педагогические науки, успешно прошедшие аттестацию не менее чем за 3 года, допускаются к занятию педагогической деятельностью. Далее, а вот к занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеразвивающим программам допускаются уже студенты после 2-го курса. Если у вас есть необходимость по привлечению данных лиц к ведению образовательной деятельности, прошу вас очень внимательно ознакомиться и с данными лицами, и произвести допуск данных лиц к ведению образовательной деятельности с тем порядком, который вы должны будете уже разработать в соответствии с этим законом. Следующее, очень немаловажно, ну, можно сказать, даже самое важное, что внесено в закон об образовании, это то, что введены общие требования к организации воспитания обучающихся, уточнены понятия воспитание, образовательная программа, примерная основная образовательная программа, соответственно, внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты по регламентации разработки рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы. Хочу обратить внимание, что программа воспитания включается в основную общеобразовательную программу и разрабатывается в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и на основании примерной программы. Обращаю внимание, что контролю данная программа очень тщательно будет подлежать с 1 сентября уже этого года. То есть все общеобразовательные организации, которые попадают в проверку, с 1 сентября специалисты управления будут обращать особое внимание на разработку программы воспитания и календарных планов. Насколько я знаю, Институт развития проводили уже довольно-таки много мероприятий по разработке данной программы. Вам разосланы и методические рекомендации, у вас в наличии есть примерная программа, поэтому ваша задача, совместив все материалы, разработать ту воспитательную программу, которая будет подходить именно вашей образовательной организации и будет учитывать все индивидуальные особенности контингента вашей образовательной организации. Следующий федеральный закон, в который были внесены изменения, возможно, напрямую вас не касается, но тем не менее я бы хотела обратить на него внимание. Это 99-й федеральный закон о лицензировании отдельных деятельностей, который регламентирует переход на реестровую модель лицензирования. Что это означает? А это означает
Прекращение выдачи бумажных бланков, лицензий и приложений к ним. Все, кто сейчас будут подавать свои документы на лицензирование, на включение новых программ, вероятно, включение адресов, сейчас уже традиционных бланков лицензии не будет, формируется выписка из реестра лицензий, вам на руки выдается приказ о внесении данных в реестр выданных лицензий. Обращаю ваше внимание, что с 1 января вступило в силу постановление правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года о лицензировании образовательной деятельности. Именно данным положением регламентированы все лицензионные требования, которые вам необходимо выполнять. И наш проверочный лист по проверке лицензионных требований обновлен как раз в соответствии с данным положением. Все, кто попадают под проверку в рамках всех видов контроля, это и федеральный государственный надзор, и лицензионный контроль, вы можете использовать вот этот проверочный лист для того, чтобы проверить себя по соблюдению выполнения лицензионных требований уже. Далее. С 1 июля вступает в силу 248 федеральный закон о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации, который кардинально изменит подходы к контрольно-надзорной деятельности. Сейчас все образовательные организации, которые у нас попали в проверку, проверяются в рамках 3 видов контроля юридически. С 1 же июля данный вид контроля будет один. Он будет включать в себя все вопросы вообще всех 3 этих видов контроля. Это, наверное, важно не сколько вам, сколько нам, в принципе, но пусть вас не смущает, когда у вас в приказах потом появится всего один вид контроля, но перечень документов и рассматриваемых вопросов, он останется в том же объеме. Все консультации, которые вы хотите получить по вопросам проверки, и сейчас, и уже после летних каникул, все вы можете это сделать, обратившись в управление по надзору и контролю. После того, как вы получите приказ, в котором будет указан у вас проверяющий, вы можете напрямую связаться с данным специалистом, либо позвонить уже мне или начальнику отдела надзора и контроля Корсаковой Марине Александровне. А теперь мне бы хотелось остановиться на некоторых вопросах, которые чаще всего встречаются в ваших вопросах, встречаются в жалобах и обращениях граждан в министерство, и пояснить отдельные вопросы. Значит, первый вопрос – это ведение официального сайта образовательной организации. В соответствии с 29 статьей Федерального закона образовательные организации обязаны обеспечивать информационную открытость своей деятельности. С 1 января 2021 года вступил приказ Рособорнадзора номер 831 от 14 августа 2020 года. Этот приказ издан взамен ранее действующего 785 постановления и регламентирует немножечко по-иному размещение той или иной информации на сайте. Хочу обратить ваше внимание на тех кардинальных моментах, которые следует учесть при размещении информации на сайте. Итак, первое. Данными требованиями установлено, что документы, которые вы самостоятельно разрабатываете и утверждаете, размещаются на сайте в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью. Меня спрашивают часто, как и что это сделать. Технически вам сможет помочь либо специалист института Вячеслав Алексеевич Лешок, либо же вы можете обратиться в наш отдел информационной безопасности к Витюшеву Евгению Евгеньевичу. Вместе с тем, вот эти все документы, локальные нормативные акты, которые вами разработаны, они должны быть размещены не в PDF-ном уже варианте, а как раз с электронной цифровой подписью. Как это сделать? Ну вот у нас уже в проверке были много организаций. Что делают организации? Они убирают и размещают уже просто с электронной цифровой подписью. То есть технически просто заменяют эти моменты. Еще раз говорю, технические вопросы, я прошу вас обращаться вот к этим людям. Как мы проверяем этот вопрос? Ну, у нас установлены программы, поэтому, когда мы заходим на сайт, мы сразу видим данный документ, как он размещен, с электронной цифровой подписью или нет. Это первое. Второе. Размещение информации о лицензии на осуществление образовательной деятельности или выписки, у кого-то уже появились выписки из реестра лицензий, размещаются в подразделе образования, вместе с тем, как ранее данные сведения размещались в подразделе документы.
И еще хотелось бы обратить внимание на третий момент. Это персональный состав педагогических работников. Данный состав, как правило, вы делаете в табличной форме. И вот если эта табличная форма заверена вашей электронной подписью, то дальше уже делать ничего не нужно. А если она просто размещена в вордовском документе, то там должны быть определенные ссылки, которые регламентированы вот данным законом. Поэтому, наверное, даже проще разместить в виде электронного документа данные сведения. Далее, следующее. Значит, за последние полгода, когда обучение организовано было с применением дистанционных образовательных технологий, в Министерство образования поступило множество жалоб от родителей об организации обучения детей по индивидуальному учебному плану. Мне бы хотелось сейчас остановиться именно на этом вопросе и акцентировать внимание на отдельных моментах. Итак, начинаем с оснований организации обучения по индивидуальному учебному плану. Значит, порядок регламентации регламентирован постановлением правительства Республики Коми номер 500 от 16 декабря 2013 года. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью на дому по индивидуальным учебным планам осуществляется на основании заключения медицинской организации или акта врачебной комиссии, а также заявления родителей. У нас в рассмотрении были случаи, когда родители предоставляли данные документы, но не писали заявление. Вместе с тем, спустя какое-то время требовали от организации организовать обучение детей по индивидуальному учебному плану на дому. Вместе с тем, образовательная организация не может этого сделать без заявления родителей. Поэтому заявление будет основанием для начала ваших действий. Заявление плюс вот эти документы, которые я уже сказала. Далее ваша задача определить учебную нагрузку для этого ребенка. Учебная нагрузка должна быть не больше и не меньше, чем та нагрузка, в которой обучался бы этот ребенок в школе. Если 32 часа, значит 32 часа для этого ребенка. Возникает множество вопросов, а как же оплатить труд учителей вот в таком количестве? Здесь давайте не будем пересекать количество часов учебного плана и количество часов, которые может оплатить образовательная организация, то есть протарифицировать учителю. Когда-то существовали нормы, что на индивидуальное обучение отводится всего там 6-8 часов. Ныне эти нормы ничем не закреплены. Письма Министерства образования еще Российской Федерации, они уже отменены. И сегодня индивидуальные планы детей, которые обучаются по индивидуальному учебному плану на дому, должны содержать количество часов такое же, как если бы он обучался в школе. Но вместе с тем в этом учебном плане вы вправе сделать пометочку, в какой форме реализуется обучение. Это количество часов, которые приходит приходящий учитель. Это как раз вот очное обучение с приходящим учителем. Здесь количество часов будет зависеть как раз от того количества, сколько школа сможет оплатить учителям. Я бы рекомендовала делать не меньше часа по каждому учебному предмету. Второе – это те часы, которые ребенок будет самостоятельно изучать. Это не заочная форма обучения. Ведь вам родитель не написал по заочной форме. Он форму выбрал очную, но вместе с тем это часы самостоятельного изучения, в принципе. Приходит учитель, проверяет, как ребенок отработал данный материал, оценивает, дает какие-то задания, может быть, дальше. Еще бывают случаи, когда родители просят школу, чтобы разрешили детям посещать школу, и часть часов дети бы учились вместе со своим классом. Вот здесь, еще раз говорю, на ваше усмотрение из согласия, письменного согласия родителей. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в данном случае родитель должен нести сам. Если у ребенка показано индивидуальное обучение на дому, подразумевается, что учитель ходит на дом, ребенок не может посещать образовательную организацию. Но вместе с тем, если родитель настоятельно просит организовать такой факт обучения, в данном случае вам нужно просто подстраховаться и взять все необходимые документы с родителя. Таким образом, вот из этих трех составляющих складывается то количество часов, которые ребенок должен получить. Когда вы разработаете такой учебный план, его необходимо в обязательном порядке согласовать с родителями. Родитель должен увидеть, сколько часов
будет посещено учителем, сколько часов ребенок будет заниматься сам, подтвердить свое согласие. Кстати, родитель может выбрать количество часов, где-то чуть меньше, может быть, для своего ребенка, но больше это вряд ли уже. Вместе с тем, свое согласие он должен проставить на данном учебном плане. Далее обязательно нужно сформировать расписание. Расписание, где, как, что ребенок занимается. И если учитель ходит на дом, вот здесь я бы очень рекомендовала брать учителю какую-то подпись за то, что учитель провел данный урок, и чтобы можно было зафиксировать факт проведения урока. Поверьте, очень много есть обращений, когда невозможно учесть проведенные занятия, и школа не может просто доказать, что программа выполнена в полном объеме. Если у администрации школы будет вестись вот такой детальный контроль, будут браться какие-то подписи с родителей за то, что урок проведен, да, какой-то отдельный, может быть, журнал будет вестись, самой школе и учителю будет легче доказать о том, что программа выдана в полном объеме и учебный план реализован также в полном объеме. Расписание вы тоже согласовываете с родителями. Родители должны владеть информацией, когда к ним на дом приходит учитель, когда проходит обучение то или иное. Далее. Кроме этого, администрация школы обязательно должна учитывать тот момент, что необходимо проводить анализ выполнения программы всех детей, которые обучаются по индивидуальному учебному плану. Своевременно выставлять отметки, проводить текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Таким образом, обучение ребенка по индивидуальному учебному плану не должно отличаться от обучения детей, которые учатся в школе. Особое внимание в данном случае необходимо обратить детям, которым нужны какие-то специальные занятия, коррекционно-развивающие занятия с логопедом. И если у них прописано это в заключении ПМПК или в акте врачебной комиссии, образовательная организация обязана создать данные условия. Родители очень часто обращаются в министерство, что вот они просили, а школа им отвечает: у нас нет возможности, идите куда хотите. Я очень вас прошу, во-первых, родителям так не отвечать. Привлекайте свои управления образования. Они будут выходить уже на больницы и поликлиники, которые у вас есть. Может быть, на наш центр психолого-медико-педагогической помощи. Но тем не менее, детям нужно давать вот тот объем коррекционных занятий, которые им положены. Хочу обратить внимание еще на следующее. Значит, санитарно-эпидемиологические требования, которые у нас вышли в конце 2020 года, определяют нагрузку для детей с ОВЗ. Она, кстати, отличается от нагрузки, которая прописана в примерных программах. Хочу обратить ваше внимание. Примерные программы – это не нормативный правовой акт. А вот санитарно-эпидемиологические требования – это требования, которые обязательны к исполнению. Поэтому, если перед вами встает вопрос, а сколько часов ставить, смотрите санитарно-эпидемиологические требования. Примерная программа – это дается тот потолок и примерное количество часов. Хочу просто привести пример одной из муниципальных школ, где обучается ребенок с ОВЗ. Обучение его осуществляет его же мама. Мама обладает всеми уровнями образования, которые требуются для этого. И она, зная законодательство лучше, чем муниципальная школа на сегодняшний день, скажем так, школа вынуждена тарифицировать ей все 40 часов. Отказа этой маме нету, она молодец, все-таки для своего ребенка она пробила все количество часов, но школа вот не знает делать, потому что не владеет нормативно данным законодательством и не может ограничить вот это количество часов. Мама хорошо оперирует законодательством, поэтому ребенок получает абсолютно все количество часов и коррекционно-развивающие программы, и общеобразовательные программы. Здесь я еще раз хочу обратить внимание на все ваши возможности, насколько вы можете предоставить, такие финансовые вообще возможности. Защитить себя вы можете только зная нормативку и нормативно определяя родителям тем же самым, да, что должны делать они и что должны делать школы в целом.
Дальше, по обучению детей вот с ОВЗ и детей с инвалидностью, хочу обратить внимание, что уровень квалификации педагогов и специалистов, которые работают с данными обучающимися, должны соответствовать всем квалификационным требованиям, которые определены приказом Минздравсоцразвития номер 761. В принципе, по острым вопросам у меня все. Если есть вопросы, я готова ответить. Большое спасибо, Людмила Витальевна. Наверное, как мы сделаем? Все-таки, я думаю, что вопросы будут. И, наверное, они будут задаваться. Вы знаете, что на портале Комреспубликанского института развития образования, да, в разделе, где у нас все РМО, все видеозаписи располагаются, можно будет туда отослать вопросы, чтобы у вас было время подготовиться, и мы можем там выложить ответы. Или сейчас кто-то есть, так сказать, давайте технически спросим, есть Да, но у ответы кого-то писать, конечно, вопросы? туда, да, как бы нужно Тяжеловато, понимать, давайте тяжеловато, посмотрим, и да. очень часто индивидуальные какие-то вещи хотелось бы обсудить директорам по телефону. Да. Поэтому нет проблем, пожалуйста, звоните. Ну вот Людмила Да. Витальевна уже сказала, что можно обращаться Да. в самоуправление по надзору и контролю в сфере образования по этим вопросам. Я думаю, что это как бы будет для нас очень важно, чтобы все-таки вопрос, особенно вот последний, о котором вы говорили, я думаю, очень важен, актуален, и там сложно действительно Да, школам самим в сложно. этом разбираться. Ну и по всем остальным проблемам, скажите, пожалуйста, Людмила Витальевна, вот у нас на сайте Минобра мы можем где-то информацию о том, которую вы сейчас озвучили, посмотреть, какие будут особенности где-то на Да. сайте? На сайте Министерства Прокомментируйте. образования создан раздел управления по надзору и контролю. Вся контрольно-надзорная деятельность и все информационные материалы размещаются там, как по вопросам лицензирования, так и по вопросам контрольно-надзорной деятельности. Все информационные письма, которые мы когда-то писали, размещены там. Обзоры Правоприменительной нормативно-правовых практики, актов. да, наверное. Да. Далее, мы ежеквартально размещаем обзор нормативно-правовых актов, то есть что вступило в силу так или иначе. Мы размещаем обзор правоприменительной практики, то есть как у нас проходит решение по судам. Мы размещаем информацию о проведенных проверках. Там же размещены проверочные листы. Единственная сейчас сложность, то, честно говоря, у нас сменился интерфейс. Да, очень стал такой сложно. непривычный, удобный. Да. Значит, я вас просто призываю, значит, как можно найти управление по надзору и контролю. Там идете, спускаетесь вниз, там есть баннеры. Вот управление по надзору и контролю будет баннером. Уходите туда, и вот там уже смотрите, там идут разделы лицензирование, идут отдельно контроль, надзор, и планы проверок там размещены, и графики проверок там размещаются ежемесячно, и информация об исполненных предписаниях. То есть вам главное найти раздел управления по надзору, а там уже, я думаю, все понятно будет. Ну, еще раз я обращаюсь к коллегам. Значит, если есть у вас вопросы, то в адрес Республиканского методического объединения директоров общеобразовательных учреждений можете их направить. Мы обязательно все соберем и ответы подготовим. И в любой форме предоставим вам их в обязательном порядке. Пока нет вопросов, давайте мы... Или все-таки... Если я не вижу, да. Я тоже не вижу. Тогда спасибо большое, Людмила Витальевна. Мы продолжим работу нашего методического объединения. Уважаемые коллеги, часто бывая в качестве члена жюри различных республиканских конкурсов, которых достаточно много проводится у нас, нашим министерством, я каждый раз открываю для себя образовательные организации, которых у нас очень много. И у каждой этой образовательной организации фактически у нас есть свое лицо, своя особенность какая-то. И так интересно бывает слушать представленный опыт, знакомиться с ним. Поэтому вот я как-то своей волей, как руководитель, как председатель РМО, хочу начать такую новую рубрику, которую я бы сказала, ну, давайте так, знакомство. И я хочу приглашать сюда для знакомства, в эту студию, для знакомства представителей различных образовательных организаций, которые немножечко расскажут и представят свою образовательную организацию, ну и обязательно представят свой опыт по какому-либо направлению, которое в данной организации уже отработано и которым она может поделиться. Я думаю, это очень интересно, потому что у нас замечательная образовательная организация, о существовании которых, например, и не знаешь, но вдруг где-то всплывает
такое удивительное учреждение, с которым с удовольствием можно было бы пообщаться и перенять опыт. И вот поэтому сегодня я пригласила в нашу студию представителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Сыктывкара «Технологический лицей». У нас в студии заместитель директора по воспитательной работе Микушева Анастасия Александровна, которая поделится опытом организации работы в данном учреждении в связи с переходом, так сказать, достаточно очень успешным, который они осуществили с весны, на цифровизацию образовательного процесса. Ну, мы там в разной степени все находимся. Но сначала мы бы хотели посмотреть фильм о лицее. Он небольшой, представить его, чтобы вы немножко имели представление о том, что же это замечательное учебное заведение. Пожалуйста. Совсем недавно технологический лицей города Сыктывкара отметил свой юбилей – 25 лет. За эти годы образовательное учреждение достигло немало высот, выпустило много талантливых ребят и продолжает идти к новым победам. Как живет лицей сегодня, узнаем прямо сейчас. В 1995 году городское управление образования издает приказ о создании при Сыктывкарском лесном институте технологического лицея. С этого момента началась история образовательного учреждения. С первого года работы учебное заведение направлено на углубленное изучение математики и информатики. Начинали мы в 1995 году с одним компьютером, не было своего компьютерного класса. Сейчас в нашем лицее 2 компьютерных класса, которые полностью оборудованы. У нас есть всевозможные способы донести до детей информацию. У нас есть электронные доски, 3D-сканеры, 3D-принтеры, много всего, что позволяет обучить наших детей как можно более качественно. Тем более, что информатика, наука очень стремительно, быстро развивается. Наверное, так же быстро, как растут наши дети. Помимо информационно-технологического профиля, у нас появился в прошлом году еще один профиль, естественно, научный, с углубленным изучением не только математики, но еще таких предметов, как биология и химия. То есть у нас ребята ориентированы еще и на получение медицинского образования. Уже 2 года у нас в учебном плане есть раздел робототехника, который не только кружком представлен, но и в учебном процессе тоже. Робототехникой мы занимаемся с 2015 года. Как раз это именно тот год, когда впервые вообще это направление появилось в Сыктывкаре. Учащиеся лицея дважды завоевывали городской кубок по робототехнике. Они успешно выступают на городских и республиканских олимпиадах по системе Всероссийская робототехническая олимпиада. Кроме того, ребята трижды выезжали в Татарстан и с честью представляли Республику Коми. Чем отличается лицеист от простого ученика? Тем, что только в технологическом лицее существует своя республика – Вообразилия, у которой есть свое правительство, свой герб, гимн, печатная газета и видеожурнал. А народ республики Вообразилия ежегодно выбирает своего президента. Я, как президент технологического лицея, хочу поздравить всех учителей и учеников с 25-летием лицея, пожелать всего хорошего и наилучшего. С юбилеем! У нас 160 детей, все они одаренные. И каждый год мы реализуем программу «Одаренные дети». Мы мотивируем ребят на участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях. В лицей поступают мотивированные, одаренные ребята. С ними работать очень приятно, очень легко. Они готовы к новому. Поэтому они, кроме уроков, занимаются очень много дополнительно. Посещают кружки, секции. Ну и, конечно, побеждают в олимпиадах и в конкурсах. Я учусь в технологическом лицее, и времени скучать тут просто нет, ведь у нас постоянно подготовка к мероприятиям, у нас очень творческие учителя, которые организуют разные клубы по интересам, например, гильдия кинокритиков, или каждый четверг мы играем в волейбол. Также у нас развивается российское движение школьников, у нас одна девочка полуфиналистка всероссийского проекта, и я финалистка проекта российского движения школьников. Технологический лицей – это прекрасное место, где можно найти много друзей и людей, которые тебя поймут и поддержат всегда.
Отдельная гордость лицея – это его высококвалифицированный педагогический коллектив. Педагоги лицея активно участвуют и побеждают в конкурсах республиканского и федерального уровней. Учитель года России – самый классный. Многие публикуют свои научные и методические труды, а 8 педагогов из 17 получили премию как лучшие учителя Российской Федерации. За 25 лет своей работы лицей выпустил более 1000 выпускников, среди которых победители и призеры олимпиад школьного и международного уровней, 63 золотых и серебряных медалиста, а также 8 ребят с максимальным баллом по итогам единого государственного экзамена по русскому языку, математике, информатике, истории и географии. Когда к нам приходят выпускники, они рассказывают, что опыт, полученный в лицее, который они приобрели здесь, помог им в вузах, и им там гораздо легче учиться, чем другим ученикам. Наши ребята, выпускники, они работают не только в пределах Российской Федерации. У нас есть представители, которые работают в компании Google в США. У нас есть 3 выпускника, которые работают в Чехии, в Бельгии, в Нидерландах, тоже по IT-специальностям. У нас есть выпускники, которые даже учатся на актеров, на тренеров по бальным танцам. То есть выясняется, что, поступая в наш лицей, ребята выбирают узкий профиль, такой как математика, информатика, но в процессе обучения здесь они развивают себя просто во всех областях и могут продолжить обучение и получить любую специальность, которая им по душе. История технологического лицея идет вперед. Сегодня ее пишут учителя и лицеисты, которые продолжают те славные традиции, выработанные за эффективно пройденный путь в четверть века. Уважаемые педагоги, работники лицея, дорогие лицеисты, выпускники и родители. От всей души поздравляю вас с юбилеем лицея. Нам 25. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, педагогам творческих побед. Всем лицеистам желаю усидчивости, пытливости и успешного раскрытия всех своих талантов и способностей. Ну и в преддверии Нового года хочу всем пожелать исполнения всех ваших желаний. Удачи всем! Озвучьте вопрос, по которому мы пользуемся. Да. Слышно? Да, пожалуйста. Так, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги, Анастасия Александровна Микушева. Сегодня я представлю опыт работы нашего лицея, который мы назвали так «Формула успеха». Все мы хотим достичь каких-то целей и стать успешными в своей области, но на пути к успеху меняются какие-то обстоятельства, в которых мы работаем, и сегодня нужно очень успевать за всеми изменениями, которые возникли. Поэтому мы сегодня поговорим о том, как цифровизация меняет управление лицеем. Дальше. Цифровизация, на наш взгляд, это не только качественное обновление инфраструктуры. Следующий слайд. Итак, скорость подключения к интернету, мощность компьютеров, программное обеспечение, робототехника, оборудование, они, конечно, безусловно важны. Однако для администрации лицея эффективность технологий и методов будут приоритетны также. Именно те методы, которые применяют наши учителя. Также приоритетен вопрос удовлетворенности запросам участников образовательных отношений. Сама жизнь нас заставила обратиться к цифровым ресурсам, цифровым технологиям, поскольку цифровая эпоха диктует новые вызовы для всех отраслей производства и, конечно же, для области образования. Вот мы рассмотрим некоторые аспекты этого процесса. Дальше. В 2020 году наш лицей стал победителем всероссийского конкурса отбора, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей математика, информатика и технология в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Этот грант позволил нам серьезно изменить цифровую инфраструктуру лицея.
И главное, по-новому взглянуть, как и для чего мы используем цифровые технологии, развиваем ли при этом цифровые навыки у учеников и у учителей. В основу программы развития технологического лицея «Школа уникальных личностей», написанной в 2016 году, как раз и заложены идеи развития функциональных навыков. Ведь современные подростки, которые приходят к нам в лицей, и вообще сейчас дети, они уже, их можно назвать поколение с пальцем на кнопке. Наши дети постоянно погружены в информационные потоки. Они уже не хотят заучивать какой-то материал, да, постоянно эти данные у себя хранить, да, а для них более важно быстро и точно найти информацию в одном или в нескольких источниках и пользоваться этими базами данных, да, применять разные программы, разные сервисы для этого. Далее. Вот в связи с переходом на ВГОС мы при разработке основных образовательных программ провели анализ требований к результатам учащихся. Выделили те предметные навыки, учебные универсальные действия, которые важны при освоении всех без исключения учебных предметов. И поставили перед учителями задачу по развитию этих навыков. Лицей – учебное заведение с углубленным изучением математики и информатики. Поэтому в первую очередь мы переработали именно эти предметы. Так, давайте остановимся. Вот на слайде представлены у нас учебники, например, по алгебре и геометрии Мерзляка, которые мы используем, да, вот сейчас в соответствии с новыми стандартами. Мы проанализировали эти учебники и нашли, появился там новый тематический раздел, который так и называется «Дружим с компьютером». Да? Задания в этих разделах, да, они направлены именно на совершенствование учащихся информационных и цифровых навыков. Да, посредством таких программ, как MATCAP, MATLAB, то есть уже такая вот цифровизация, да, входит и уже вот везде распространяется. Следующий слайд, пожалуйста. Цифровизация подтолкнула нас и к смене форм взаимодействия между учащимися, учениками и вообще коммуникации и всего процесса. Настоящим, так скажем, настоящей средой общения для нас стал медиакласс, организованный у нас здесь. Высокоскоростной интернет, ноутбуки, как вы видите на слайде. Ребята здесь занимаются в урочное и внеурочное время. Учителя посещают медиакласс, и мы наблюдаем между ними взаимодействие. Старшие учащиеся помогают в чем-то младшим, консультируют, и образуется такая форма наставничества, особая коммуникативная социальная среда для наших ребят. Дальше. Мы считаем, что в организации учебной деятельности необходимо сместить акцент с деятельности учителя на деятельность ученика. Формировать не только знания, умения, навыки, но и умения и навыки. И вот в 2018 году учителя нашего лицея апробировали и стали использовать уникальные программы Центра инновационных технологий города Перми. Интерактивная геометрия и интерактивная физика. Далее. Мы представим, вот на слайде вы видите комментарии наших учителей, которые непосредственно на уроках используют данные программы. Сергей Иванович Алешин на уроках физики, соответственно, и Елена Ивановна Терентьева на уроках геометрии. Так, можно дальше. Итак, в рамках цифровизации изменилось и вообще понятие профессиональной компетентности педагогов. Вызовы времени заставляют нас обратить внимание на ИКТ-компетенции учителей. Если раньше необходимо было научиться
там, отправлять электронное письмо, составлять какое-нибудь электронное расписание или работать в том же самом сетевом городе, то сейчас эти навыки уже освоены, да, уже как бы странно видеть учителя, который, например, этого делать не умеет, вот, поэтому цифровизация ставит новые задачи, то есть мы дальше продвигаемся, да, то есть, например, организовать видеоконференцию или какое-нибудь онлайн-анкетирование, создать интернет-сайт, создание и посещение вебинаров. Да? Нами был проведен мониторинг, оценка ИКТ-компетентности педагогов, который выявил после заполнения чек-листов всех учителей, что 82% владеют ИКТ-компетенциями на оптимальном уровне, 18% на допустимом. Таким образом, мы можем сказать, что работу по повышению ИКТ-компетенции, конечно, педагогов нужно продолжать. Дальше. Цифровизация вносит абсолютно новые способы организации информации в системе лицейского инфообмена. Степень налаженности инфообмена – один из самых важных показателей эффективного управления лицеем, а умение работать с информацией входит в число профессиональных компетенций и управленца, и учителя. На слайде представлены способы инфообмена, которыми мы пользуемся при нашей работе внутри лицея. Да? То есть вы видите, что мы разные площадки используем. Для чего это нужно? Это обеспечивает оперативность получения информации, а самое главное – оперативность принятия решения. Да? Нельзя забывать и о внешнем инфообмене, в котором существует лицей. Мы с вами все являемся пользователями федеральных и региональных информационных систем, таких как ФИС, ФРДО, РИС-ГИА, ФИСОКа и другие, которые используем. И другие программные продукты, например, 1С зарплата и кадры, контур, обеспечивающий переход на электронные трудовые книжки, программный комплекс АРИСМА, ГИС-РК электронное образование. Цифра изменила и наши подходы к тому, как анализировать данные. ГИС электронное образование содержит модуль МСОКа, который позволяет воспользоваться оценочно-результативным методом анализа качества обучения. Практическая значимость метода состоит в том, что за короткий период времени администрация осуществляет анализ всей информации, которая содержится в классном журнале. Далее. Новые подходы коснулись и организации дополнительного образования. Ну, в фильме уже было сказано, что с 2015 года у нас реализуется программа образовательная робототехника научно-технической направленности. За последние 4 года 70 учащихся стали победителями и призерами муниципальных, республиканских, всероссийских и международных соревнований по робототехнике. Дальше. С коллективом мы воплощаем идею развития робототехнического парка, оснащенного конструкторами, игровыми полями, датчиками. Так, вот представлены у нас конкурсы и турниры, где были представлены наши ребята и где у них были очень хорошие результаты призовые. Так, хорошо. Дальше. Наши учащиеся уже преуспевают в программировании роботов, а мы стремимся формировать soft skills, то есть профессиональные навыки, которые нужны будут IT-специалистам высшего уровня, да? То есть чтобы они в этой области дальше продолжили свои начинания. Это не только технические навыки мы видим, да, но это и умение в команде работать, и коммуникативные их навыки. Дальше. И вообще дополнительное образование в лицее у нас разнообразно. У нас реализуются по-своему уникальные программы «Юный журналист», «Юный корреспондент» и видеожурнал «Сова». Эти площадки для учащихся создают информационную среду лицейскую, которая освещает события нашего лицея. Да? Хотим особенно отметить деятельность учащихся по созданию видеожурнала «Сова». Вот принтскрины у нас здесь представлены.
Вот, конечно, тут само видео смотреть надо, но вот мы так устно расскажем вам. Эти выпуски, они, ну, лицей у нас небольшой, и как бы все друг друга знают, и они так создаются всегда коллективно, вместе, и некоторые из них становятся легендарными, цитируются, пересылаются. Выпускники с удовольствием смотрят и пересматривают те выпуски, которые были ими созданы, да. А результатами программы «Юный корреспондент» является наша газета «Вести от Савуни». Да, ребята тоже выпускают номера лицейской газеты, рассказывают о важных событиях, делятся новинками литературы, кино, музыки с читателями. То есть она не только новостная, но такая информационная. Это помогает им работать в различных приложениях, например, как Canva, Microsoft Publisher, Microsoft Word, Adobe Photoshop. Так, дальше. И вообще, организуя внеурочную деятельность лицея, первоначально вообще планировалось, конечно, обратить внимание именно на наш профиль. Да? Исключительно профильная направленность, например, решение олимпиадных задач по информатике, моделирование при помощи Компас 3D. Учимся проектировать на компьютере, геометрическое черчение, занимательная информатика. Это все курсы внеурочной деятельности, которые на наш профиль ориентированы, математику, информатику. Но, переходя на ВГОС, мы стали понимать, что появилась потребность в разработке таких программ, так скажем, метапредметного характера, да, которые будут направлены на формирование особого типа мышления лицеистов. И при этом и развивать их тоже цифровые навыки. Вот, например, у нас реализуется такая внеурочная программа, как лицейская гильдия кинокритиков. Да? Результатами всегда этой реализации всегда становятся какие-то рецензии, электронные киножурналы, какие-то программы. Да? Также у нас есть программа Video Journal, которая выпускается на английском языке. Тоже они создают видеожурналы, тоже рассказывают о своих увлечениях или о грамматике английского языка. Да? То есть тоже при реализации вот таких программ необходима информационная грамотность. Да? Вот, поэтому цифровизация существенно меняет содержание этих образовательных программ. Так, дальше. Все мы с вами в 2020 году окунулись в среду дистанционного обучения, а ведь у нас в лицее еще с 2011 года была разработана и использовалась система дистанционного обучения на платформе Moodle для организации индивидуальной работы с учащимися и для углубленного изучения информатики. Были учителями разработаны различные тематические модули по английскому языку, математике, биологии. Ну а в прошлом году при переходе на дистанционное обучение этот опыт стал для нас бесценным. Заместителем директора по информатизации были проведены семинары для учителей лицея, использование ресурсов сайта дистанционного обучения в среде Moodle. На сегодняшний день все учителя технологического лицея успешно используют многочисленные формы и методы дистанционного обучения на базе различных образовательных платформ и мессенджеров. Туда же можно включить ProofMe, Discord, Zoom и другие. Атмосфера лицея – это атмосфера семьи. В любом лицейском деле задействованы все – учителя, родители, ученики, администрация лицея, классные руководители. И в этом смысле период самоизоляции стал для нас серьезным испытанием. Сложной задачей стало перевести всю воспитательную работу в цифровое пространство. При этом необходимо было сохранить дух лицея, реализовать традиционные мероприятия лицея. И тогда было принято решение о создании
воспитательно-познавательной среды, воспитательно-познавательного пространства на базе уже имеющихся платформ. Например, на базе официальной группы ВКонтакте РДШ «Технологический лицей», официального сайта нашего лицея, группы и родительские группы в социальных сетях были организованы различные виды работ. Какие виды работ представлены на слайде, тоже можете посмотреть, что мы проводили. Это и флешмобы, недели культуры, и выставки, онлайн-трансляции. Очень хорошо, что тогда, в тот период, когда мы все сидели дома, многие театры и музеи приглашали на бесплатные выступления, на бесплатные экскурсии. Можно было все это увидеть, посмотреть. А детям нужно было это как бы до них тоже донести, да, что и дома, и в самоизоляции можно с пользой, а главное интересно проводить свое свободное время. Например, флешмобы и челленджи в режиме самоизоляции помогали детям не терять эмоциональной связи со своими классами, с классными руководителями. Они снимали какие-то видеоролики, скидывали друг другу, потом это все соединяли в один какой-то большой видеоролик. Была у них общая работа, они там в Zoom, в Discord созванивались. В общем, какое-то общее дело их объединяло. Так, дальше. Одной из визитных карточек лицея всегда были наши концерты в нашем актовом зале. Опять же, режим самоизоляции, невозможность собраться, что же делать, и мы решили проводить видеоконцерты. Такой формат позволил каждому желающему, например, записать свой номер, песню или танец, или стихотворение, и участвовали и родители, и дети, и учителя. Так, дальше. Традиционным мероприятием у нас являются выборы президента лицея. В этом году тоже мы провели эти выборы в режиме онлайн. Дебаты претендентов проходили в прямом эфире, можно было задать вопросы. Мы следили за тем, кто смотрит дебаты, это были учителя, родители, ученики, но самый большой интерес проявили выпускники. Мы для них как будто бы открыли окошечко, как же сейчас живет наш лицей, да? И это показало, что все это объединяет наш лицей, вот эти традиционные мероприятия лицеистов и выпускников всех поколений. Само голосование за кандидатов в президенты проходило в Google форме. Также перед администрацией лицея стал вопрос о том, как отметить традиционный день знаний. Мы прислушались к мнению учащихся, учителей информатики и педагога-организатора и провели праздник в формате стрима. То есть сам концерт был в актовом зале, и он транслировался в кабинеты через YouTube. Хорошо. Дальше. Проанализировав всю воспитательную работу в рамках дистанционного обучения, на последнем педсовете коллективом было решено провести летом воспитательную работу, продолжать ее. И в июне-июле для лицеистов были организованы малозатратные формы работы. Ежедневно на официальной страничке ВКонтакте РДШ «Технологический лицей» выкладывались для ребят задания. Это были мастер-классы, кроссворды, викторины. Ребята могли посмотреть какие-то научные познавательные фильмы, документальный, художественный, с последующим обсуждением с ребятами и в комментариях, например, с учителями. Дальше. Своего рода фирменным знаком лицея также является лагерь Эврика, лагерь с дневным пребыванием. Он организуется летом для учащихся 7 класса, которые вот поступили и сейчас должны прийти к нам в 8 класс. В 2016 году была разработана программа профильного лагеря, чтобы учащиеся успешно влились в лицейскую семью. Как показала практика, ребятам, будущим лицеистам, очень нравятся занятия, тренинги, практикумы по математике, информатике и другим предметам, которые проводят учителя и восьмиклассники.
Наши восьмиклассники создают сценарий таких занятий и проводят их с будущими лицеистами, что является результатом организации проектной деятельности. То есть, например, ребята в рамках проектной деятельности, они у нас в 8 классе защищают проекты и могут их реализовать именно в этом лагере. Вот вы видите на слайде и игры, и какие-то приложения они там используют, и викторины различные. И это сближает ребят, которые только поступили, и тех, которые уже учатся в лицее. Они таким образом в нашу лицейскую жизнь вливаются более планомерно так, и уже понимают, какой дух царит в нашем лицее. Дальше. В 2020 году в рамках реализации гранта по направлению цифровой школы экономики, школы инженеров будущего в профильном лагере было организовано погружение учащихся в мир цифровых технологий, в том числе обучающие занятия, творческие задания в среде Scratch, выполнение проектного задания по созданию мультфильмов. Будущие лицеисты знакомятся с основами разработки виртуальной и дополненной реальности, IT-технологиями, а также виртуальной 3D-лепкой. Вот. Не переключайте назад, обратно. Вот смотрим достижения нашего лицея за последние 4 года, да, которыми мы гордимся, которыми нам очень важно также вам представить. Мы хотим, давайте, к чему же мы приходим? К тому, что наши выпускники, у наших выпускников сформирована информационная культура. Они готовы к жизни, к высокотехнологичном мире, где меняются требования очень быстро, и способны включаться в инновационные процессы, которые происходят в современном мире. Спасибо большое за внимание. Очень была рада представить опыт работы и быть, так скажем, лицом лицея сегодня. Если у вас, может быть, есть какие-то вопросы, я бы на них ответила. Может, у вас будут какие-то вопросы. Спасибо, Анастасия Александровна. Я думаю, все те наши коллеги, кого заинтересовал опыт вашего учебного заведения и просто вообще ваше учебное заведение, всегда найдут возможность выйти на сайт, да, связаться с вами и получить какую-то обратную связь, да, ответы на свои конкретные вопросы, поскольку не только то, о чем вы сегодня говорили, направление работы, сколько я немножко знаю вашей образовательной организации, оно очень интересное, оно такое камерное, да, и очень уютное, замечательное учебное заведение. Я думаю, надо распространяться дальше вашему опыту, и коллеги, если зададут вопросы, в помощи никогда не откажут. Там очень отзывчивый такой доброжелательный коллектив. Спасибо большое. Успехов вашему учебному заведению. Всего доброго. Но сейчас мы продолжаем работу. Я хотела бы предоставить слово Вячеславу Александровичу. Да, он выйти, да, готов уже выйти на студию, да, использование возможностей ГИС-Э в работе учителя, заведующий Центром информационных технологий в образовании Республиканского института развития образования. Добрый день. Добрый день. Да, мы рады вас слышать. Вам слово. Слышно меня, да? Да. Угу. Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно и видна ли моя презентация? 2 плюсика в чат, если можно, поставьте, пожалуйста. Так. У нас на сегодняшний день 94 участника. Отлично. Хорошо. Значит, ну, мое выступление будет, может быть, несколько напоминанием о том, что мы должны делать. Уже все работают в информационной системе. Есть нормативные документы, которые мы должны выполнять. Вот сейчас мне хотелось бы увидеть, насколько вы оцениваете свою работу в государственной электронной системе в ГИС-Э по выполнению тех нормативных документов, нормативных писем, которые я рассылала, ну, на протяжении вот последних лет. Последний, правда, год никаких практически нет нормативок, но по заполнению в системе данных учащихся, по заполнению в системе данных педагогов,
как бы вы оценили по использованию отчетов деятельность по пятибалльной системе? Итак, от 1 до 5 оцените свою деятельность в государственной информационной системе электронное образование. Будьте добры. Так. А где пятерки? А где пятерки, коллеги? Четверки, пятерки. Хорошо, ладно. Что, неужели никто не работает на пятерку? Неужели нет того? Это какая школа у нас? Елена Георгиевна, какая школа оценила все-таки себя на 5? Или это у нас учитель? Если учитель, то учителя должны только на 5 себя оценивать. Коллеги, последние установки даже Министерства просвещения Российской Федерации говорят о том, что необходимо снижать нагрузку на учителя. Ну, в большей степени, может быть, это декларационные какие-то заявления, но тем не менее, государственная информационная система электронное образование позволяет нам во многом действительно снизить нагрузку с учителя, снизить какую-то нагрузку по отчетности со школ. Ну, а если министерство запрашивает какую-то информацию с управления образования, то и, соответственно, на управление образования. При одном лишь условии. У нас все в системе должно быть заполнено от и до. И второе, это учитель должен заполнять систематически свой журнал, все темы, и выполнять те должностные инструкции, которые требуют заполнения журнала вот, своевременно и качественно. В этом случае как бы у нас, мы будем говорить о том, что система у нас работает. Касаемо интернета, ну да, не во всех как бы, да, на 5 не получается, может быть, по техническим причинам, не во всех у нас еще в сельских районах достаточно хорошо работает интернет. Но как бы те нормативные документы, которые, ну и действия, в общем-то, которые сейчас проводятся в плане оснащения школ интернетом, я думаю, надо еще пару лет потерпеть, и все будет нормально. У нас информационная система внедряется уже на протяжении 8 лет. Я напомню, с 2013 года начался пилотный проект, и вот сегодня 2021 год, именно вот в январе 2013 года начался пилотный проект, и мы как бы в этом проекте участвуем и достаточно уже далеко продвинулись, я считаю, в этом деле. Есть некоторые нюансы, которые мы по ходу дела постараемся устранять. Напомню, что на сайте КРИРО у нас есть в баннерах, вот вы видите сейчас на слайде, я красным цветом выделил, там обвел, у нас есть вход на страничку сайта КРИРО, где размещена информация о государственной информационной системе электронное образование. Нажав на этот баннер, вы переходите на следующий рисуночек, где вот как раз фактически целый сайт посвящен государственной информационной системе электронное образование. На главной странице мы можем увидеть адреса для входа, которые уже все знаете. А если пробежаться по левому меню, в документах перечислены все нормативные документы с 2013 года. И я сейчас вот выделил так, которые актуальны на сегодняшний день. Это, во-первых, постановление правительства Республики Коми о вводу системы ГИСЭО в промышленную эксплуатацию. Это постановление от 5 июня 2015 года с изменениями. Ну а изменения там касались в основном учреждений культуры, учреждений спорта, учреждений Минздрава. То есть они тоже постепенно входили в эту систему. На сегодняшний день остается у нас актуальным приказ, это об утверждении правил ведения государственной информационной системы электронное образование, где прописаны в том числе и нормативные сроки различные, когда что вы должны делать. И желательно выполнять эти сроки, чтобы не подводить друг друга. Зачастую бывают такие случаи, когда одна школа звонит мне и говорит, вот уже у нас ребенок учится 2 недели или 10 дней, а он до сих пор в другой школе не отчислен. Поэтому, коллеги, прошу соблюдать эти сроки, по-моему, 3-дневный срок вы должны своевременно отчислить ребенка, причем с указанием, в какое учреждение он выбыл.
Но даже если вы не знаете, куда он выбыл, ну, по крайней мере, очистить, а уже здесь мы будем искать. И остается актуальным приказ от 2019 года номер 749 об утверждении типового плана по работе в государственной информационной системе. Это фактически у нас алгоритм действий или циклограмма действий. Этот типовой план чуть позже я покажу, откуда его можно скачать, если его у кого-то еще нет. Вы можете его скачать, перестроить, переформатировать под себя, то есть он типовой, он для всех образовательных организаций, и дошкольных, и профессиональных, и доп. Образования. Вы можете убрать то, что вас не касается, оставить только свое и запустить его приказом по школе. Итак, нормативка у нас есть, согласно этой нормативке мы работаем. В разделе мероприятия, здесь, в общем-то, мероприятие, ну, мы как раньше вывешивали график проведения семинаров, которые мы проводили по обучению педагогов вот, работе в системе ГИСЭО. Но в основном мы сейчас перешли на дистанционные формы, но тем не менее здесь есть, можно посмотреть ссылочки на материалы конференции «Инфокомитет», «Инфостратегия», которая проводится в Самаре, а разработчиком нашей системы является как раз Иртех, город Самара. И здесь же есть ссылочка на дистанционный обучающий семинар «Функциональные возможности ГИСЭО. Электронное образование». Этот семинар находится на сайте distant.crero.ru. Это наш сайт дистанционного обучения. Секундочку. Так. Ага. Вот второй рисуночек на слайде, это как раз вырезка с этого сайта. И здесь я уже разделил. То есть раньше был один семинар для всех, задания одинаковые были. Здесь я уже разделил для работников школ, для доп. Образования и для дошкольных образовательных организаций. То есть педагоги, особенно те, кто там может быть новый, пришли со школы, пришли студенты, еще не знают, как работать, или новые учителя, кто-то у вас приехал, возможно. Значит, можно здесь пройти, ну и раз в квартал мы издаем приказ о тех, кто прошел это обучение, мы зачисляем их на этот курс и выдаем сертификат по окончании. Вот, наверное, предстоящий у нас 10-дневный цикл обучения будет в начале апреля. Были курсы у нас в январе, в конце января, начале февраля, прошли курс 25 человек. И вот сейчас будет, наверное, в начале апреля мы тоже объявим о том, что можно пройти. А на самом деле можно проходить в любое время. Смысл заключается в том, чтобы выполнить ряд заданий по работе на тестовой или на своей боевой базе. То есть задача заключается в том, чтобы скачать задание, заполнить на него ответы и прикрепить этот ответ в качестве ответа на задание. Я проверяю и ставлю зачет или отправляю на доработку, если что-то сделано не так. Вот, поэтому вот можете еще раз своим учителям сказать, у кого проблемы, могут, значит, на этот семинар записаться и проходить. В закладочке «Вебинары» там перечень различных вебинаров, которые мы проводили и которые прошли до 2017 года. С 2017 года все вебинары были переведены в видеозал наш, и в видеозале есть специальный раздел ГИСЭО. Как раз вот один из последних вебинаров, который мы провели буквально недавно, это по подготовке школ к приему документов первый класс в электронном виде. Вот этот вебинар вы там можете посмотреть, он один из последних. Следующий раздел – это информационно-методические материалы, в этой страничке размещен вот как раз типовой план. Он видите в PDF-формате и в wordовском варианте, его можно скачать, я уже сказал, переработать под себя. Различные инструкции, вот на сегодня, буквально уже в скором времени вам понадобится инструкция по закрытию учебного года. Вот, алгоритм действий при условном переводе обучающихся, очень часто допускаются ошибки вот при условном. Внимательно прочитайте эту инструкцию. Или не выставляются отметки годовые, то есть надо поставить годовую отметку 2. Приказ должен быть не о переводе, а об условном переводе этого ребенка. Потому что потом, когда закроется прошедший год,
и когда ученик исправит эту двойку, вот, чтобы вы имели возможность эту исправить двойку в прошлом году, надо все сделать четко по инструкции. В том числе наши методические рекомендации здесь, которые мы разрабатывали, шпаргалка для учителей, которую можно скачать, и это выборка из руководства пользователя, который представлен на следующей страничке. Руководство пользователя где-то 200 страниц, а наша шпаргалка там, ну, основные, самые важные для учителя моменты выбрали. Шпаргалочку тоже можно скачать. И последний раздел — это последние полезные ссылки. То есть тут какие-то, может быть, ссылки на какие-то сайты есть. И важно то, что вот здесь есть ссылки на тестовые базы. То есть во время обучения на семинаре педагоги используют тестовую базу. Хотя, в принципе, можно использовать, но некоторые задания просто в боевой версии не выполнишь. Такое задание, как зачислить ученика в класс. Это можно сделать только на тестовой базе, потому что, чтобы зачислить ученика в боевой версии, вам нужен административный доступ, которого у педагога нет. Значит, здесь все логины и пароли для входа в тестовые школы. Это и тестовая школа, и тестовое дошкольное учреждение, и тестовое учреждение дополнительного образования. То есть вот можно, проходя обучение на нашем обучающем семинаре, используются вот эти тестовые базы. Вот если зайти на тестовую школу, вот у меня несколько скриншотов именно с тестовой школы сейчас, обратите внимание на следующее. Вот первый рисуночек слева — это у нас сотрудники, это вырезка из сотрудников. Вот в некоторых школах можно увидеть такую ситуацию, когда не заполнены должности. Либо в качестве должности учителя написано просто «учитель». Вот это вот неправильно, проверьте у себя еще раз. От этого будет зависеть, во-первых, мы многие отчеты сейчас берем из системы. Предположим, мы хотим подсчитать количество учителей математики, не запрашивая их у вас. Но на сегодняшний день вот такая ситуация не позволяет нам объективно оценить, сколько же у нас учителей математики, сколько у нас учителей начальных классов. Потому что у вас неправильно указана должность. Должность должна быть указана полностью. Либо вообще не указана должность. Ну, то, что должность учителя не указана, уже практически ни у кого нет. Возможно, там не указаны должности обслуживающего персонала, но тем не менее. Следующий момент. Если вы зайдете в закладочку управления, и там есть справочники, то вот надо вам отредактировать справочник вот в таком виде. Там не должно быть ни директор, ни начальная школа, ни основная школа. Вот 5 основных вот таких вот должно быть подразделения. Медицинский персонал, обслуживающий персонал, педагогический персонал, руководящий персонал, учебно-вспомогательный персонал. И в личной карточке каждого сотрудника есть раздел подразделения в личной карточке. И вот это подразделение надо заполнить. Что это даст? При составлении статистической отчетности, в частности отчета ОО1, в разделе 3, раздел 3 это у нас кадровый состав. Ну 3, 3.1, там 3.2 это кадровый состав. Так вот, если у вас здесь вот все будет правильно сделано, и в подразделение все занесено, и правильно сделаны подразделения, то тогда распределение сотрудников по тем категориям, которые в разделе 3, в сведениях о педкадрах, у вас будет все объективно разнесено. Вот этот момент учтите для формирования статистического отчета ОО1. Следующее, что хотелось бы, чтобы было заполнено еще, это в разделе «Аттестация. Педагогическое портфолио». На ваше усмотрение, тут 6 разделов, да, 6 разделов, но на ваше усмотрение все остальные разделы, кроме 2, это образование и курсы повышения квалификации. Мы сейчас тоже сформировали отчет, он находится в дополнительных отчетах, но, скорее всего, школам он недоступен, доступен управлением образования, где можно сделать выгрузку учителей по предметам, по классам, и вот как раз, где будет видно их образование, будет видно курсы повышения квалификации,
Это было связано с тем, что вот недавно мы, наверное, все-таки потом отказались от этой идеи, потому что не было объективной информации в ГИСЭО по этнокультурному образованию. То есть мы делали мониторинг по учителям этнокультурной направленности. То есть это литература коми-литература, это краеведение, вот по таким предметам. И пришлось делать очередной запрос в управление образования, соответственно, управление образованием делает школы, чтобы вот эта информация у нас появилась. Если у вас в системе все будет заполнено нормально, у всех все будет заполнено, то мы и запрашивать не будем. Мы запрашивать не будем тогда информацию от вас дополнительно. Мы возьмем все из системы. Коллеги, поэтому посмотрите. Значит, в разделе «Аттестация» педагогическое портфолио. В принципе, это могут заполнить и сами педагоги. У кого еще не заполнено. Нам надо вот 2 раздела. Остальное на ваше усмотрение. Дальше. Большое количество отчетов, которые, конечно же, могут позволить снять. Наверняка уже школы не собирают вот отчет от классного руководителя по окончании четверти. Ну, вот я помню, будучи директором, мы собирали, там, проводили какие-то совещания производственные по предварительной успеваемости, то это, скорее всего, все у вас уже есть, и вы даже можете не запрашивать эти отчеты из учителя. Отчет по прохождению программы, вот, как бы такие вот отчеты есть. Значит, сейчас вот буквально в течение этого месяца поступило несколько звонков из разных школ о том, что пропали какие-то уроки. Вот по первой четверти, значит, все проверили, первая четверть закончилась, все было нормально, а вот сейчас какие-то уроки пропали. В том числе и пропали оценки по этому уроку. Поэтому посмотрите, проверьте, все ли у вас нормально. И, значит, обращаясь к разработчикам, я им описал эту как бы ситуацию. Главное, что это не одна школа, а несколько буквально школ. Было обращение от нескольких школ. Поэтому может быть такая рекомендация. Когда вы закончили учебный период, первую четверть, вторую четверть, все проверили, все сошлось, может быть, есть смысл сохранить ваши электронные журналы в Excel. Это много времени не займет, но тем не менее в случае вот какой-то аварийной ситуации спасет ваши, так сказать, данные из электронного журнала. Поэтому вот эта вся отчетность как бы тоже позволяет нам снизить и нагрузку и на учителя, и, соответственно, управление образованием может многие отчеты посмотреть, не обращаясь к школе и не трогая в очередной раз, там, не отвлекая учителя от работы. Коллеги, если будут вопросы, я готов на них ответить. Так, что пишем в подразделениях? Мои контактные данные, наверное, все знают, и там же на сайте в ГИСЭО эти данные тоже есть. В подразделениях мы пишем, вот 5 подразделений должно быть. Если у вас нет медицинского персонала, он, как правило, у вас приходящий, скорее всего, то 4 подразделения. Обслуживающий персонал, педагогический персонал, руководящие работники, к которым относятся директор и заместители директора, и учебно-вспомогательный персонал. Вот 4 подразделения должно быть. И, соответственно, в личной карточке сотрудников надо их отнести к тому подразделению, к которому они относятся. Вот тут у меня фрагмент личной карточки слева сейчас и подразделение. В этом случае у вас как бы вот эта вот страничка, раздел 3.1 в стат-отчетах О1, она у вас, там есть кнопочка «Авторасчет». Кстати, в статистическом отчете О1 многие страницы формируются именно автозаполнением. Нажимаете кнопочку «Автозаполнение», и вся ваша табличка формируется. Вы можете сформировать этот отчет в ГИСЭО, выгрузить его, а потом сравнить с тем, что у вас есть. Одно время мы так и делали, выгружали в Excel, чуть-чуть подкорректировали и на сайте размещали. Тогда еще на Арисма было, размещали на Арисма. Как сейчас, не знаю, двигается эта система.
Так, запись будет, да, по той же ссылке, что и сейчас. Вы заходили на видеозале, на сайте Криро, да, заходите, и будет, просто она будет сформирована, скорее всего, завтра выходной, в понедельник. Она будет в понедельник, и мы ее заменим. ProofMe заменим на YouTube. Внутреннее совмещение. Значит, как бы в личной карточке предусмотрено 2 должности. То есть основная должность можно ввести, там, замдиректора, да, и учитель. Ну, как правило, в статистической отчетности, честно говоря, не помню сейчас, мы относим в этом случае замдиректора как учителя. Ну, надо будет посмотреть, не помню сейчас, как формируется в этом случае, но есть возможность 2 должности обозначить. Да. В личной карточке есть основная и дополнительная должность. Коллеги, если вопросов нет, спасибо за внимание. Всем удачи, удачного вечера, всех благ, всего самого хорошего. Будьте здоровы. Помощь. И вообще, конечно, система ГИС-ЭО с каждым месяцем становится, мы узнаем в ней какие-то новые возможности для членов администрации. Это вообще очень большое подспорье. Поэтому такие вот консультации, такие разъяснения, конечно, нам очень важны. Спасибо еще раз. И последний вопрос нашей повестки, уважаемые коллеги. Я предоставляю слово Казаковой Татьяне Николаевне, руководителю регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми, которая познакомит нас с деятельностью этого удивительного центра. Татьяна Николаевна, вы на связи? Татьяна Николаевна, сейчас, коллеги, она подключится к нам. Академия юных талантов. Структурное подразделение сейчас гимназии искусств при главе Республики Коми, и мы оттуда ждем выхода Татьяны Николаевны. Получается? Сейчас, секундочку, подождем все. Угу. Татьяна Николаевна, мы вас видим и слышим. Пожалуйста, вам слово. Отлично. Всех приветствую. Добрый день. Слушаем. Пожалуйста, вам слово. Александра Васильевна, спасибо за приглашение. Рада принимать участие в вашем заседании. И хочу рассказать о нашем замечательном центре Академии юных талантов. Рассказываю о нем везде и всюду, где есть только такая возможность. Хочу, чтобы все приходили к нам, и каждый находил у нас занятия, так сказать, по интересам. Итак, Академия юных талантов открывает свои двери. Мы работаем в ежедневном режиме и ждем, конечно же, одаренных детей. Кратко расскажу то, чем мы занимаемся, чтобы уважаемые руководители образовательных организаций понимали, кого же мы все-таки ожидаем. Итак, Академия юных талантов работает по типу образовательного центра «Сириус», только в Республике Коми. Мы работаем с одаренными, с высокомотивированными детьми по 3 направлениям. Это наука, искусство и спорт. Наука у нас ключевое направление, но также у нас есть и искусство, и спорт, то есть мы всем этим занимаемся. Самое главное, что мы делаем на сегодняшний момент, это мы проводим кружки. Кружки у нас проводятся на бесплатной основе. И вот сегодня и вчера у нас была запись на кружки для городских детей. Любой школьник, начиная с 4 класса, может записаться к нам. Вся информация о кружках, уважаемые коллеги, размещена на нашей странице ВКонтакте. Там есть расписание кружков, перечислены названия программ. Поэтому запись у нас идет, и мы ждем желающих. Своих коллег оповещайте, приводите своих детей, мы всех ждем. У нас очень интересные педагоги, интересные программы, современное оборудование, все такое светлое, уютное. Поэтому мы вас с нетерпением ждем. Это одно направление – кружки.
Они у нас будут идти в еженедельном режиме. Я думаю, что мы даже будем продолжать вести их летом. Второе наше направление, это тоже такое ключевое направление, это профильные смены. На сегодняшний день на нашей базе пока профильные смены в очном режиме не проводятся, потому что у нас нет пока разрешения Роспотребнадзора, но в этом направлении мы плотно работаем. И мы пока проводим смены в дистанционном режиме. Вот на этой неделе у нас проводилась смена по экологии для девятиклассников. В дистанционном режиме мы с ними работали. Каждый день шли занятия с педагогом. Было очень много всего интересного изучено, получен опыт работы. И вот у нас состоится закрытие и выдача сертификатов. Также у нас на этой неделе шла смена по баскетболу, 22 человека. Смена проходит в очном режиме. Дети приходили к нам в центр и занимались на кружках. Кроме того, у них была активная досуговая программа. Педагоги центра их сопровождали, и смена будет закрываться на следующей неделе. График смен также размещен на сайте центра. Справа есть вкладка «График профильных смен», там экселевская таблица и расписаны смены на весь год. Ознакомьтесь, пожалуйста, и посмотрите. Просим вас следить за новостями на странице ВКонтакте, на нашем сайте. Мы оперативно выкладываем, какая смена начинается, какие условия. На любую смену у нас всегда разрабатывается положение, в котором прописаны условия отбора. Поэтому просим оперативно информировать своих детей, чтобы они принимали участие в наших сменах. Вот поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и активны. И третье направление – это проведение региональных мероприятий для одаренных детей на нашей базе. Эти мероприятия уже активно проводятся с февраля месяца. И вот думаю, что с Александрой Васильевной мы в апреле проведем нашу традиционную конференцию «Первые шаги» на нашей базе. Попробуем. У нас уже было несколько знаковых таких республиканских мероприятий. И ученик года, и конкурсы имени Вернадского, и большие вызовы. Это все проводилось у нас. Кроме того, мы являемся площадкой для проведения очных этапов перечневых олимпиад и отборов в Сириус. У нас уже прошел отбор в Сириус по генетике. В эту субботу состоится отбор в Сириус по биологии. Ребята приходят и пишут у нас перечневые олимпиады, потому что ближайшие площадки только в других регионах. И чтобы было удобно нашим детям, мы соглашаемся быть площадкой, поэтому тоже, если есть такая необходимость, обращайтесь к нам. Мы всегда согласны в выходные прийти, провести олимпиаду, стать площадкой, то есть здесь никаких отказов нет. И вот в апреле у нас запланирована олимпиада Курчатов. Мы будем площадкой, и к нам также придут дети писать. Поэтому будьте, пожалуйста, в курсе. Вот такие ключевые направления, по которым мы работаем. Мы открыты. Вся информация о нас размещена на нашем сайте и на странице ВКонтакте. Телефон можете зафиксировать. У нас появился теперь свой телефон. Телефончик у нас 28 64 12, добавочный 304. Это мой телефон, я всегда в доступе, поэтому звоните, предлагайте. Мы проводим и экскурсии, мы проводим и мастер-классы, и семинары, и вебинары для педагогов. Для нас тоже важно, чтобы наши учителя повышали свою квалификацию и были заинтересованы в работе с одаренными детьми. Поэтому такие проекты мы тоже поддерживаем. Я надеюсь на тесное сотрудничество, что мы с вами будем встречаться на нашей площадке. Поэтому приходите, добро пожаловать. Спасибо. Хочу напомнить всем коллегам, директорам о том, что действительно с Академией юных талантов Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Сыктывкарский государственный университет и Ассоциация общеобразовательных учреждений педагогов Республики Коми, ну и Академия юных талантов проводят очередную республиканскую учебно-исследовательскую конференцию учащихся общеобразовательных учреждений Республики Коми «Первые шаги». Информационные письма, вернее, приказ Министерства образования был направлен во все муниципальные образовательные
образования, а также во все образовательные организации. И мы ждем, что вы будете регистрироваться, присылать уже в адрес организаторов тезисы исследовательских работ своих учащихся и как запланировано, в те сроки, которые указаны в приказе министерства, эта конференция будет проведена на базе Академии юных талантов. Большое спасибо всем участникам нашего методического объединения. Еще раз напоминаю, что на сайте КРИРО в разделе «Работа РМО» вы можете посмотреть видеоматериалы со всех заседаний Республиканского методического объединения. Все вопросы, которые у вас возникнут, пожалуйста, посылайте опять же в адрес РМО. И здесь обязательно они обрабатываются, собираются. И, как я уже сказала, если есть необходимость, мы подготовим ответы и, возможно, на следующем заседании их озвучим. И я еще призываю вас, уважаемые коллеги, директора, чтобы вы откликнулись на мой призыв и приняли участие в реализации рубрики «Знакомимся с образовательными организациями Республики Коми». Я думаю, что у каждого из вас есть о чем рассказать. Ваши все учреждения уникальны, у каждого свое лицо. И хотелось бы знакомиться и знакомиться. До новых встреч. Большое вам спасибо. До свидания.